Лигер нам не рассказать людям, сидящим и слушающимся, отчего Кулигеру не подпевать? Раз ларец сундук отворили мы. Пора и повествование началось. История произошла в давние поздние времена, когда великий Сумбыр был бугорком, когда рыба-исполин была мальком. Жил-был на свете юноша с прекрасным лицом и грозным видом по имени Аламжи Мэргэ. Была у него жена, прекрасная, как луна, мудрая, как сова, по имени Агу Гоукон. Вырос Аламжи в сиротстве под покровительством коварных дядьев. Чтобы освободить свой народ, ему пришлось сразиться с назойливой черной шаманкой. Я небо синее, пыль, я звездочка, почти песчинка. Когда весь мир сверкнул на миг, я в тот же миг на землю прыг. Ну, вроде не разбился. Цел, да, точно, целым долетел. Лишь никогда лежу, никак в пустыне я сижу. Ты вообще кто такой? Я небесная звезда. Ты небесная звезда? А ты меня не обманываешь? Да нет, конечно, ты разве не слышал, с каким грохотом я упал? Слышит, но кто знает, как-то не верится, что небесные звезды вот такие. Я думаю, это маскарадный костюм. У нас на небе не бывает маскарада, а вот твоя одежда очень смешная. Наверное, так выглядят земные звезды. Что ты? У нас звезды называют только известных певцов, понимаешь? Небо – это совсем другой мир, не то, что земля. Поэтому я многого не знаю. Ладно, вообще-то я люблю биологию, но для тебя могу и спеть. Все потому, что мы крутые пацаны, девчонкам мы нужны.
сестра по имени Агугухон. Она очень красивая и умная. Живут они очень далеко, и добраться туда можно только на самолете. Так что лети обратно на свое синее небо. Какие смешные вещи ты говоришь. Со мной ты попадешь туда в мгновение ока. Разве ты не знал, что звезды умеют быстро летать? Помогай! Оп, летим! Что-то я побаиваюсь. Я вообще боюсь высоты. Бояться нечего. Полетим спокойно, будешь кушать. Кушать? Кушать я люблю. Так они летели, разговаривая о жизни на земле и на небе. Вокруг них мелькали города, страны, а им было весело и интересно вместе. Настоящий союз неба и земли. И вот перед ними открылась широкая, привольная степь. А тебе только на байке гонять. Извини, что потревожу твое сердце. Спасибо. Пожалуйста. Ну теперь давай обсудим, как быть дальше. Тихо. Кто-то идет, прячемся. Кого тут принесло? Братья, вы только посмотрите на это! Еще недавно он волок свои штаны по земле, а теперь отправляет письма с гонцом. Сосчитать немедленно наш несметный табун лошадей! Посмотрите-ка! Он еще командует нами! Когда он был маленький, надо было его прибить! Когда он младенцем был, надо было его задушить. Надо решить, как одолеть этого шубуса! 3 дня и 3 ночи думали дитя, как погубить родного племянника Аламши-Мартена и завладеть его имуществом. И, наконец, у них созрел коварный план. Нет!
назойливой, черной шаманке, чтоб одна его изгрызла и склевала своим птичьим клювом. Братец мой, ты придумал хороший способ. Будем говорить, пока не уговорим, убеждать, пока не убедим, и отправим его. Нельзя, что Джиммерган засомневался, черт возьми. Какие плохие дядья! Может, найдем Аламжи Моргана и разоблачим его? Эти твари решили его убить! Скажи что-нибудь! Вы ужасные фашисты! Будете бороться с Аламжи Морганом, и он победит вас! Пожалуйста, не кричи! Я никак не могу привыкнуть к твоему громкому голосу! Привыкай, привыкай! Может, со временем и мясо научишься есть. Смотри! Там те трое собираются в дорогу! Бежим, нам нужно успеть! Путь был далекий, но дядья не знали усталости и гнали своих скакунов по бурлящим морям, крутым горам, предвкушая осуществить свой коварный план. Наконец, они добрались до места. Аламжи! Охота была отличная. Порох ты. Мы пришли посмотреть на сиротку, что на коленях поднялся, в голенях отъелся. После смерти твоего отца кто бы так ласково к тебе относился? Ты, кровинушка наша, так же ласково нас вспоминаешь. Не стоит обижать его. Наш Аламжи все сам прекрасно знает. Не волнуйтесь, дяди, мой отец и дядя все одно для меня. А вы слышали, что на далекой 80-летней земле, в желтой местности Ширауда, что ни ночь является, что ни день является назойливая черная шаманка? Она жеребца с краю табуна целиком глотает. Она людей с окрая села за собой таскает. Внучек наш хороший, ты своей юности достиг. Силу мужа уже обрел. Теперь можешь
ям помочь. Можешь родственникам помочь. Покажи умение свое. А да эту назойливую. Черную. Шаманку! Дяди, будьте милостивы, волосы еще мои мягкие, суставы мои еще не окрепли. Вы решили заткнуть мною рот огромной шаманки. Ну что ж, мы и не думали, насколько слабый внук. Не думали. Не думали. Стойте, дяди! Ради вашей спокойной жизни я сражусь с этим чудищем. Ну тогда ты нас успокоил. Веселый и радостный вернемся домой. Обрети в походе добычу и славу. Возвращайся целым и невредимым. Аламжи, в те края, куда ты собираешься ехать, ушел молодой Абарга, всем известный Алтан Сексы. Слушай дальше. На борьбу с этим чудищем ушел Шанхадем Эрген. И теперь о нем ничего не слышно. Не волнуйся, Агуга-хон, твой муж крепче, чем ты думаешь. Враг, напав на меня, и на ногах устоять не сможет. Если пустит в ход волшебство, я найду, чем ему ответить. Я знаю, раз ты собрался идти, ты не отступишь от своего решения. Знаю, раз собрался ехать, тебя никакие уговоры не остановят. Ночь проплакала Агуга-хон, переживая за мужа. Под утро она вспомнила, что мать перед смертью завещала семейный оберег, который защищает от злых духов. Не, ну ты видел, она дала ему кольцо. Как можно верить в такие сказки? Какая красивая девушка, точно солнце и луна. Девушка забрала мое сердце и душу. Аж дыхание перехватывает. Друг мой, посмотри, какой я стал. Ты что, влюбился? С девчонками так нельзя. А как нужно? Ну, нужно привлечь ее внимание, обозвать или дернуть за косичку. Ну лучше я объем всем мясом, но никогда так не сделаю. Ладно, выкини из головы, поднимемся на гору и посмотрим, куда поскакал Аламжи Эрген. Смотри, смотри, там красный вихрь
биться с вами, народу моему вредящий, скот поедающий, табуны коней угоняющий. Ишь ты какой молодец! Так знаешь, что перед тобой стоит черная, назойливая шаманка! Крутился кабалтаться, а ноги и не касаются! Говорить последнее заклинание. Я покончу с тобой, освобожу весь свой народ. Что может быть радостнее, чем вернуться из мрака смерти? Пусть наша радость сольется с вашей радостью. Пусть льется, словно молоко. Я соберу небесные звездочки и наполню ими сосуд вашей радости до краев. Друг, мне пора лететь домой. Надеюсь, мы с тобой еще скоро увидимся.